У президента Киргизии Алмазбека Атамбаева новый клип, уже второй за неделю. Песня лирическая, называется «Я не могу без тебя жить». Поет президент под гитару. Музыку написал сам, за основу текста взял стихи поэта Асеева. Но, как признается, немного их подправил, на мотив не уложились. Для клипа выбрал кадры из старого советского фильма «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной. Ну, кстати, видеоряд к первой песне «Судьбе назло» тоже из фрагментов картины советских лет. И песня эта, похоже, действительно была первой. Сочинил ее Алмазбек Атамбаев 40 лет назад, когда учился в Москве. Ну вот сейчас решил записать. А всего набирается уже на целый альбом. В студии Наталья Соловьева. Наталья, приветствую. Добрый вечер, Алексей. Зачем поет президент? Если почему, то, конечно же, из любви к музыке. Но главное, уже есть люди, которые готовы помочь ему развивать талант. Вдохновению не прикажешь, но на отсутствие музы Алмазбек Атамбаев точно не жалуется. Не успели стихнуть обсуждение его первого клипа, как вот она, новая песня. Я не могу без тебя жить, мне без тебя и в дожди сушь, мне без тебя и в жару стыть, мне и Москва словно глушь. Автор клипа друг Атамбаева, режиссер Фуркат Турсунов. Вдохновением для музыкального трека послужил старинный вальс, который президент разучил еще в юности. Вот что он сам говорит в предисловии к своей песне. И однажды вот этот старинный вальс мне удалось сбить в одну песню. Правда, при этом пришлось немножко, чуть-чуть подправлять кое-где стихи. И, конечно, мне пришлось добавить припев. Президенту Киргизии в сентябре исполнится 60. К своему юбилею он готовит альбом. В него войдут 10 песен, 5 на русском, еще 5 на киргизском языке. Свой первый клип на песню «Судьбе назло» Атамбаев представил публике меньше недели назад, 2 июля. Просмотров уже больше 150 тысяч и неплохие отзывы. Мы знаем Билла Клинтона, который играл на саксофоне, Владимира Путина, который играл на рояле. Вот присоединился к этой замечательной компании. И президент Киргизии может им вообще трио тогда создать. Вот если будет трио из Билла Клинтона, Путина и президента Киргизии, я думаю, что это будет тогда действительно просто настолько коммерчески успешная бомба в шоу-бизнесе, что она уберет и Стингов, и Аллу Пугачеву, и Филиппа Киркорова даже. Все эти мнения о песнях Атамбаева в общем благосклонные. Многим клипы показались душевными, но нашлись и критики. Из тех, кто считает, что даже для звезды шоу-бизнеса 2 песни в неделю – это много. Атамбаев выпустил в этом году больше песен, чем певец Мирбек Атабеков. Я очень рад, что наш президент такой душевный человек. Горжусь своим президентом. В Кыргызстане лучший народ. Умный, сильный, талантливый. Поющий чиновник или депутат не редкость. У российских политиков голос, как правило, проявляется аккурат перед выборами. В свое время сладко пели своим избирателям и лидер справедливоросов Сергей Миронов. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. И, конечно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На его счету 4 альбома. Он частый гость новогодних огоньков. Протянул мне робко ты очень скромные цветы, но они такие милые. В любом правиле, конечно, есть исключения. Владимир Путин 6 лет назад сел за рояль на благотворительном концерте. Тогда собирали деньги на борьбу с тяжелыми детскими заболеваниями. А красноярские депутаты прочитали рэп и сняли клип, чтобы продвинуть закон о тишине. Тишина, тишина, соблюдай тишину, иначе депутаты объявят войну. В квартиру приедут люди в погонах, заберут тебя с собой, увезут далеко. Иосиф Кобзон, Полат Бюльбюль-Оглы. Истории известны примеры, когда талантливые исполнители шли в политику. Обратного перехода пока не было, но кому-то всегда предстоит быть первым. Возможно, президент Киргизии создаст прецедент. В нашем мире возможно все, как практика подсказывает, да? В принципе, если ему понадобится продюсер, я готов. А если говорить о том, что насколько это может быть успешным, ну, слушайте, вон Джон Керри на гитаре играет, Билл Клинтон на саксофоне, кто-то книжки пишет. Политики тоже бывают талантливыми людьми.
Упрекнуть Алмазбека Атамбаева в попытке заработать очки злые языки вряд ли смогут. Он уже решил, что после президентских выборов в 2017 году уйдет из политики, а свободное время, очевидно, посвятит творчеству и не даст критикам наступить на горло песни. Наталья Соловьева о поющих президентах, ну и обычных политиках.